Эмиля Саитова Аксарлак, башкорт из рода Бурзян. Сегодня 15 мая 2023 года. Продолжая обсуждение проекта «Свободный независимый Башкортостан», который предложил наш политэмигрант Руслан Габасов, нельзя обойти без внимания другой проект, а именно 4-я Башкирская республика, который нам оставил Айрат Дильмухаметов. Почему я говорю, что Айрат Дильмухаметов оставил нам этот проект? Потому что с 2019 года он является политическим заключенным. Вспомним 4 основных положения этого проекта, надеюсь, я не ошибусь, их перечисляя. Первый – это федерализм. Второе – это башкирская политическая нация. Третье – это необязательный башкортский язык. И четвертое – это двухпалатная либерально-демократическая система управления обществом. За эти положения, каждое из которых является крайне вредным для башкортов в настоящее время, крепко держатся последователи и поклонники Айрата Дильмухаметова. Всякая попытка критики этих положений встречает сопротивление и аргументы о том, что бессовестно оценивать идеи человека, который за них жестоко пострадал, репрессирован, находится в изоляции и не может сказать слов в защиту. Таким образом, идеи Айрата превратились в догму, без учета того, что они заявлялись им в эпоху нерушимого тоталитарного строя, когда все мы говорили об устремлениях к свободе двусмысленно и обтекаемо. Руслан привел положение 4-й республики в некое соответствие с объективной реальностью. Так федерализм сменился на идею свободы и независимости после того, как Руслан эмигрировал и стал более и менее недосягаем для спецслужб Российской Федерации. Явно негодная и популистская идея о необязательном башкортском языке была заменена Русланом на обязательный государственный башкортский язык. Положение о башкирской политической нации я критикую уже в рамках проекта свободного независимого Башкортостана, а мои критические оценки либерально-демократического двухпалатного парламента ждут нас впереди. В дополнение к этому вспомним, как легко и единолично Айрат рассуждал об обмене одних исторических земель Башкортостана на другие в целях конъюнктурной выгоды. И придем к выводу о том, что относиться к положениям 4-й Башкирской республики как к догмам не актуально и опасно.